Добрый вечер. В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Открытый вопрос» и я ее ведущая Нала Мукба. Поток мигрантов, приезжающих в Абхазию на заработки, увеличивается с каждым годом. Постепенно они перевозят сюда свои семьи, и многие даже рассчитывают здесь обосноваться навсегда. Насколько привлекательна наша республика для наемных работников и какие последствия могут быть этого процесса для нас, мы поговорим сегодня с заместителем начальника Государственной миграционной службы Вячеславом Ганба и сотрудником Министерства по налогам и сборам Вадимом Габуни. Добрый вечер. Добрый вечер. Первый вопрос у меня к вам, Вячеслав. Расскажите, пожалуйста, какое количество мигрантов приезжает к нам ежегодно и какие документы им требуются, чтобы получить разрешение заниматься здесь трудовой деятельностью? Если брать данные 2015 года, то официально получившие разрешение на работу иностранные граждане, их количество составляет чуть больше 5000 человек. Сегодня я вам могу сказать данные за февраль месяц, то есть с начала февраля по 1 марта, взято на учет миграционной службой в районе 617 человек взято на учет и выдано разрешение на работу 642. Что происходит с теми, кто нарушает? Выдворяют их за пределы республики? Вы знаете, выдворяем мы по одной причине, если у человека в ходе медобследования обнаружена ВИЧ-вирус, это инфекция, ВИЧ-инфекция, в таком случае мы его выдворяем за пределы. Если у человека обнаружено, что не имеет иностранный гражданин регистрацию по месту жительства или разрешение на работу, мы его привлекаем к административному правонарушению по статье 172, 4 пункт, 6 пункт. Соответственно, после оплаты штрафа он делает разрешение на работу. А еще какие документы требуются, чтобы получить разрешение заниматься здесь трудовой деятельностью? Иностранный гражданин, когда въезжает на территорию Республики Абхазия, в первую очередь должен обратиться в паспортный стол для получения регистрации по месту жительства. Соответственно, после этого он приходит в миграционную службу, мы его ставим на миграционный учет. С этого периода до 15 дней он обязан сделать разрешение на работу. Для этого ему требуется пройти медобследование, взяв у нас направление на медицинское обследование. Что туда входит? Это анализ крови, то есть гепатит Б, С, ВИЧ-инфекция, наркологический анализ он сдает и флюорографию. После всего этого он платит госпошлину в банке в размере от 1500 до 6000 в зависимости от того, сколько он здесь планирует работать, и получает разрешение на работу. Но прежде чем получить разрешение на работу, мы все дела иностранных граждан посылаем в службу госбезопасности для проверки. А требуется ли наемным работникам, приезжающим в Абхазию, справка из психоневрологического диспансера, чтобы получить документы? На данный момент нет. То есть у нас это нигде не прописано, такого рода анализы они не сдают. Вы наверняка все слышали о том, что произошло в Москве не так давно. Няня из Узбекистана жестоко убила ребенка маленького. И не можем ли мы со временем столкнуться с такой ситуацией, раз справки не требуются о состоянии психическом? Есть ли у вас в планах вообще, может быть, вы в будущем собираетесь это ввести? Ничего подобного пока мы не делали и не планируется делать. Потому что, в принципе, вы знаете, как это настолько единичные случаи, я так думаю. А вот вы говорите, что вы отправляете данные в службу госбезопасности, а интересуются ли они и ваша служба тем, есть ли судимость у этих мигрантов на родине, например? Это же тоже важно. Вы знаете, этого я знать не могу, потому что непосредственно это приоритет той же службы госбезопасности. Если они осведомлены о том, что человек имеет судимость у себя на родине, то, соответственно, они нам пришлют запрос о том, что этому человеку нельзя выдавать разрешение на работу. Но в практике у нас, в принципе, такого не было. Они связываются как-то с государствами, из которых приезжают мигранты? Могут они вообще юридически? Есть такая процедура? Я думаю, что такая связь вряд ли налажена, тем более с Узбекистаном, с Таджикистаном. Это очень сложно. У нас никакой вообще взаимосвязи с ними нет, абсолютно. Нам тяжело судить, да, кто к нам приезжает? По сути, Может быть, люди, которые скрываются от закона у себя на родине, приезжают сюда и прекрасно устраиваются здесь, да? Так получается? Получается. Я хотела бы узнать, какие еще помимо госпошлин, они же платят еще какие-то налоги? Что касается
того соглашения, которое мы подписали вместе с миграционной службой, мы это соглашение инициировали уже несколько лет, и на сегодняшний день, 1 марта, мы подписали такое соглашение о взаимодействии, которое нам в дальнейшем даст возможность отслеживать тех мигрантов, которые приезжают и зарабатывают здесь деньги. Кто занимается какими-то определенными строительными работами или другими видами деятельности, должны знать и знают, что меньше, чем за 1500 рублей на сегодняшний день мигрант не будет работать. Эти ставки, эти суммы вышли из того, что сегодня у нас такая ситуация экономическая. И, естественно, наши граждане платят такие деньги. Что касается налогов, на сегодняшний день у нас есть закон о спецналоге на отдельные виды деятельности, который регламентирует и данные виды работ, строительные работы, ремонтные работы и другие сферы услуг, которые на сегодняшний день регламентируются 3000 рублей в месяц. Нет возможности их выявить, потому что они мигрируют по всей Республике Абхазия, они работают, допустим, несколько дней в Сухуме, потом они выезжают в другие районы. Ну а теперь вот соглашение вам что позволит? Соглашение как нам вы будете позволит, во-первых, мы пришли к соглашению и прописали там такие нормы, как, допустим, если мигрант получает разрешение на работу, соответственно, миграционная служба будет получать данные от нас в том плане, что есть ли задолженность по налогам у данного мигранта. Если он впервые начинает свою деятельность, то миграционная служба будет требовать от них справки о постановке на налоговый учет. Скажите, а какую сумму вы рассчитываете собрать после подписания соглашения? В бюджет сколько денег поступит благодаря этому виду налога? По нашим аналитическим данным, которые мы из года в год делаем, я думаю, что от 60 до 100 миллионов рублей мы можем получить в бюджет дополнительных налогов. Это касается не только тех мигрантов, которые работают частным образом, но там еще есть нюансы, которые, не все ведь мигранты работают отдельно, сами по себе. Есть те, которые работают на госучреждения, есть те мигранты, которые работают на юридические лица, оказывают различные виды услуг. И там у них удерживается подоходный налог в размере 10%. Там более-менее все прозрачно, но нас интересует именно та часть мигрантов, которые не работают в коммунальных службах. Было бы, конечно, очень хорошо, когда пост миграционной службы будет находиться на границе. Тогда они смогут отслеживать эти миграционные потоки. Естественно, мы будем иметь возможность влиять на тех должников, которые будут выезжать из Абхазии, из нашей республики, не заплатив налоги, и мы сможем тогда уже на границе их привлекать к уплате налогов. Скажите, а как вы думаете, что их привлекает в Абхазию? Ведь в Узбекистане, насколько мне известно, развита промышленность, добывают газ и есть машиностроительные даже заводы. Их привлекает в первую очередь это те заработки, которые на сегодняшний день зарабатывают. Наверное, всем известно, что на сегодняшний день Абхазия привлекательная страна и в плане того, что мы на сегодняшний день, можно так смело утверждать, что развиваемся и идем вперед. У нас уровень жизни намного выше, чем у них. Сегодня у нас, вы видите, наблюдается, особенно в Гагрском районе, Пицунда, строительный бум. Все строят мини-гостиницы. Это за счет курортного сезона, но экономика у нас не очень развита, ведь нет производства в республике. Да, но однако же мы находим возможности и платим им в день 1500 рублей. И я считаю, что это и основная такая привлекательность в том, что мы платежеспособны и даем им возможность здесь заработать. Вячеслав, а вы что думаете по этому поводу? В принципе, со своим коллегой я много в чем согласен. Действительно, у нашего населения, видимо, есть возможность оплачивать их услуги. Плюс есть много сфер, много, так скажем, работ, где не будут работать наши местные жители, граждане наши. Убирать мусор и так далее. И эту нишу заполняют непосредственно как раз такие трудовые мигранты, которые к нам приезжают.
Кстати, один из них, узбек по национальности, работает на государственном гагарском телевидении оператором уже несколько лет, по-моему, около 6 лет. Он там прекрасно себя зарекомендовал, его считают ценным сотрудником, и он даже пытается изучать абхазский язык. Перевез сюда свою семью и вместе с семьей живет в Гагре. Моя коллега Альбина Жиба встретилась с ним и подготовила небольшой материал. Я предлагаю вам посмотреть его. Музафар Астанов по национальности узбек. Вот уже 6 лет он живет и работает в Абхазии. Как и многие его соотечественники, Музафар переехал сюда на заработки. Вначале он работал в строительной компании, затем стал оператором гагарского телевидения. Что касается мастерства, Музафар с камерой на «ты». Там тоже работал в телевидении. А почему там вот в Узбекистане вы не остались? Что там? Какие проблемы? Нет, я приехал нечаянно. Там у меня тоже нормальная была работа, хорошая была. Музафара можно считать ценным сотрудником. Помимо своих обязанностей, он сам монтирует отснятый материал, да еще и на абхазском языке. Чуть-чуть понимаю, сталкиваюсь, сколько снимаю уже, 4-5 года здесь нахожусь, сколько я уже, по чуть-чуть слова приходится учить. Человек положительный со всех сторон, работает хорошо, знает, что он делает. Задачи все выполняет. Совсем недавно Музафар перевез в Абхазию свою семью, супругу и 2 детей. А здесь они снимают жилье. Старший ребенок ходит в государственный детский сад. Каждые 2 года Музафару приходится ездить в Узбекистан, чтобы продлить визу. Кроме того, он исправно платит все необходимые пошлины. Госучреждение, в котором работает Музафар, также в соответствии с законом оплачивает налог за привлечение наемной рабочей силы. Как работодатель за гражданина иностранного государства мы проплачиваем ежегодно по 3000. У Музафара свое мнение насчет того, что привлекает его соотечественников в Абхазию. Они, может быть, нет у них образования, они не могут себе позволить вот эту работу. То, что там есть работы. Музафар Астанов пока не собирается уезжать из Абхазии. Благоприятный климат и условия работы понравились ему настолько, что он готов остаться здесь навсегда. Альбина Жиба специально для открытого вопроса. В общем, такой положительный пример, Музафар. Но все-таки кто приезжает к нам на заработки? Вот он сам говорит о своих соотечественниках так, что приезжают сюда те, кто не смог себя реализовать на родине, не смог получить достойное образование, устроиться на работу. У них с безработицей, я имею в виду страны, там Узбекистан, Таджикистан, у них мы тоже в практике общаемся с трудовыми мигрантами. По их словам, у них очень высокий процент безработицы. И если даже кто-то из них находит себе работу, то она проплачивается, минимально, в общем, а им это на жизнь не хватает. А могут ли мигранты работать в государственных учреждениях? И, как известно, они перевозят сюда свои семьи, устраивают детей в школы государственные, детские сады. И по закону они поступают по закону, как? Не нарушают ли они закон? Не нарушают они закон. Конечно, мы обязаны принимать ребенка в детсад. Без местной прописки? Нет, ни в коем случае. Конечно, их родители, во-первых, помимо местной прописки, при регистрации по месту жительства, они должны еще предоставить медсправку, ксерокопии всех документов необходимых. Только после этих всех процедур, конечно, детский сад и та же школа может принять ребенка. А что касается, где они могут работать и где не могут работать, то есть они не могут состоять на госслужбе, не имеют они права. Потом они не имеют права работать, служить, допустим, вот они приехали, служить могут только, если какой-то контракт межгосударственный заключен, только в этом случае, в принципе. Больше они нигде не могут работать, я имею в виду именно на госслужбе. А коммерческих, конечно, никаких проблем во всех отраслях. Кстати, гастарбайтеров ошибочно называют дешевой рабочей силой. Но, как оказалось, в частных беседах они говорят, что они в среднем около 1000 рублей в день. И наши, я думаю, бюджетники мало кто столько зарабатывает. И оказывается, через банки они отправляют колоссальные суммы за рубеж, заработанные здесь внутри республики. Я вам сейчас предлагаю посмотреть комментарий сотрудника Кибитбанка о том, какие суммы переводят гастарбайтеры за пределы республики. Более 7000 переводов было отправлено за последний квартал. Если говорить о переводах в долларах, то доллары больше отправляют у нас в страны граждане Узбекистана. Количество, более 900 000 долларов было отправлено.
Это в общем количестве 73% от всего общего количества переводов в долларах. Ну, отправляют в Таджикистан тоже, если, ну, в Таджикистан рублей отправляют, там около 2 миллионов рублей было за последний квартал отправлено. То есть все-таки более Узбекистан популярный. Я думала, мне вначале послышалось, 900 тысяч долларов, это почти миллион, и всего за квартал. Эти деньги могли заработать наши граждане, эти деньги могли остаться внутри государства. Как вы думаете, хорошо ли это, когда деньги, заработанные в Абхазии, утекают за рубеж? Ну, вот этот репортаж, он не нов, в принципе, мы об этом знаем. Буквально несколько лет тому назад у нас была инициатива, и как раз вот с Кибитбанком, с руководством мы, налоговики, встречались, разговаривали, хотели как бы проследить, насколько вот, какие суммы уходят из Абхазии. И вот по прошлому году, если вот мне как бы примерно память не изменяет, 1,5 миллиарда рублей ушло из Абхазии. Колоссальные суммы. Это ведь, очень да? большая сумма, и, к сожалению, когда мы начали как бы говорить к банковским сотрудникам, вот как вот наладить эту информацию, чтобы она была доступна, но, к сожалению, есть банковская тайна, закон о банковской тайне. И потом разделять, послали эти деньги, допустим, граждане Узбекистана, там, и заработанные в Абхазии, или ну, какие-то другие, там у них были деньги, доходы, да? деньги, да. Ну, как бы Ну, раз немного... они находятся в Абхазии, другой работы у них, они не Есть, могут работать в другом государстве ну, вот и находиться есть другая как физически бы здесь. вот ситуация, которую мы могли бы исправить. Вот эти деньги заработанные, которые уходят из Абхазии, мы могли бы, естественно, контролируя с миграционной службой, ну, определенную часть денег хотя бы, которая идет официально, то мы не говорим о том, что идет черным налом, потому что не все граждане Узбекистана посылают деньги именно через наши банковские структуры, потому что выезжают и те, которые выезжают из Сочи, отправляют, и просто когда уезжают, наличными выводят отсюда. Так что эта сумма может быть и намного выше. Нельзя как-то вот какой-то налог, может быть, ввести при переводе такой суммы за пределы республики? К сожалению, нет такого законодательства. Они оплачивают только вот 1% или 2%, там, в зависимости от того, каким платежом они посылают, там контакт или мигом, ну, есть разные там способы отправления денег. Но зарабатывают в основном наши банки. Вам не кажется парадоксальным, у нас в Абхазии уровень безработицы около 40%? Это не официальная статистика, но тем не менее по наблюдениям вот около 40% населения безработными находятся. И при этом сюда увеличивается количество людей, приезжающих на заработки, и такие колоссальные суммы зарабатывают и отправляют за пределы республики. Как вы думаете, это особенности нашего менталитета, может быть, с нежеланием вообще работать? Ну, я извиняюсь, я могу привести пример, когда вот есть ребята, наши местные жители, которые прекрасно работают на стройках и зарабатывают нормальные деньги. Они готовы сегодня зарабатывать и также, если у них будет постоянная работа. К сожалению, основная масса как бы заказчиков на сегодняшний день это частные лица. Мы не будем вправе говорить о том, что наши граждане не хотят работать. Есть такие, есть специалисты хорошие, есть ребята, которым должны дать возможность наше государство, чтобы они работали. Просто здесь ситуация такая, что не за каждую работу наши граждане берутся. И, естественно, а вы спросите у узбеков, они подметают там свои эти территории, они тоже стесняются, там нет у них такого этого понятия. Здесь их никто не видит, никто не знает. Им заработанные деньги как бы без разницы, как они зарабатывают, лишь бы заработать. Население двояко относится к этой проблеме, даже можно сказать, что большинство за то, чтобы мигранты приезжали к нам и выполняли работу, которую мы сами не можем делать. Это уже, я думаю, что миграционная служба должна квотировать вот таких лиц, и должен быть создан рынок труда. Мы должны знать, кого мы хотим, допустим, привлечь на ту или иную работу и какие специальности нам нужны. Такие квоты вообще Государственная миграционная служба устанавливает? Нет, на сегодняшний день такого ничего подобного нет. Ко всему прочему, вот касаемо, да, опять-таки же этой же темы, к сожалению, у нас и специалистов не так много. Вот в определенных сферах у нас вообще нет специалистов, поэтому приезжают и из-за рубежа к нам специалисты.
И такая безработица у нас опять-таки, да, за счет того, что, я повторю, наверное, то, что я сказал выше, это уборка города, да, вот мой коллега тоже подтвердил это стричь газоны, то есть всеми, этой трудовой деятельностью гражданин Абхазии, житель Абхазии не займется, просто ему это будет, наверное, стыдно, скорее всего. Но специалистами их трудно назвать гастарбайтеров, потому что те, кто работает в строительной сфере, большинство из них это самоучки, и качество работ тоже не всегда удовлетворительное. Они берутся за любую работу, лишь бы заработать денег. Но вы говорите сейчас конкретно, вот, допустим, так скажем, о рабочей силе, которая что-то уберет, что-то приберет в огородах, но есть еще и другие работники, если возьмем фруктовую компанию, которая находится в Пицуне, напитки Абхазии КО, так она называется, то там, извините меня, специалисты из Молдовы. Эти специалисты, таких специалистов у нас нет, поэтому это они специалисты, а тут вот люди самоучки и учатся в основном на месте. Может, ну да, чаще, конечно, такое встречается очень часто, что они действительно учатся на месте, спросишь у них, они говорят, да, я строитель, я там строил и так далее, а на самом деле он учится уже в процессе работы. Да. А такие вот люди нам нужны вообще? Нет. Те, кто учатся здесь на месте, на нашем опыте. Мы считаем, что это лишняя рабочая сила. Мы от этого не получаем никаких выгод. Наоборот, у нас это экономическая и финансовая безопасность нарушается. Давайте я предлагаю сейчас посмотреть, что думает население вообще о проблеме трудовой миграции. Как относится к мигрантам? Совсем перестали работать. Считают это унижением. А если бы не они, у нас здесь вообще бы мы, наверное, по уши были в грязи. Но они же не хаотично приезжаете, за ними кто-то стоит. Они же не просто табором сюда приехали и не зная на пустое место. За ними кто-то стоит. Вы в свой дом постороннего не пускаете ведь? Правильно? Вы же хоть что-то должны от нем. Если у вас какая-то настороженность, вы дверь не до конца открываете. Правильно? Так, а это тем более в республику. Однозначно надо знать, кто к тебе приходит в дом. Вот единицы только задумываются о последствиях такой миграции, и в основном все за выступают. Как вы думаете, со временем, если поток мигрантов увеличится, не получим ли мы еще одну этническую группу внутри государства в будущем, возможно, со своими претензиями? Я думаю, да. У нас уже есть такие группы, которые, мягко говоря, уже заявляют о себе, и я думаю, что это большая экономическая, в первую очередь, безопасность. И я думаю, что обязательно надо законом ввести квотирование, чтобы мы знали, каких специалистов, опять-таки рынок труда обязательно нужен. Мы сегодня вот что наблюдаем, у нас в курортный летний сезон не хватает высококлассных поваров. У нас нет официантов, у нас нет других специалистов, которые могли бы обслужить сегодня наших гостей, которые приезжают в Абхазию. За последние годы вы, наверное, знаете, что за определенными этими лицами, за мигрантами стоят наши граждане, которые их привозят сюда, устраивают их на работу, и, естественно, потом, мягко говоря, крышуют. И практически мы не можем контролировать, потому что есть противодействие, есть определенные моменты, когда налоговики приходят и хотят узнать, как эти лица работают, на каком основании. Очень много работают без разрешения на работу, и этих практически мигрантов мы не можем привлечь никакой ответственности, потому что у нас нету никаких рычагов в этом плане. А крышует, значит, это нарушение закона, это уже прокуратура должна этим заниматься? Это должна заниматься, естественно, МВД должен заниматься этими такими моментами. Я думаю, что пора, если мы хотим навести порядок в этом плане, то здесь должно взаимодействие миграционной службы, налоговой и МВД. С Министерством внутренних дел, в принципе, мы сотрудничаем, у нас есть с ними соглашение, что касается законности нахождения трудовых мигрантов в Республике Абхазия, то в ходе профмероприятий мы выявляем, законно он находится или нет. Иностранный гражданин, сам трудовой мигрант, сам никогда не придет в миграционную службу и не попросит сделать им разрешение на работу, что для этого требуется. Мы их находим в ходе профмероприятий, мы ходим по стройкам, мы ходим по горам, по селам. Если мы кого-то не обнаружили,
то, соответственно, их находит Министерство внутренних дел. Ваш прогноз, что нам ждать в будущем? Увеличится ли количество людей сюда приезжающих? И что с этим процессом будет происходить? Естественно, увеличится, потому что наше государство развивается, оно молодое, нам нужны трудовые ресурсы, и в этом плане у нас только будет увеличение. Но вот и главное процесс этот в русло ввести, чтобы все это было под контролем государственных структур. Тогда будет у нас и порядок, и налоговое поступление увеличится. Спасибо, у меня на этом все. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили о проблемах трудовой миграции в Абхазии. С вами была Наала Мукба. До следующей пятницы. Всего доброго.